Якутск приветствует всех зрителей телеканала Матч ТВ. Проходит 4-й соревновательный день 6-х игр «Дети Азии». Из 1026 участников, а именно столько спортсменов, зарегистрировано секретариатом игр, уже более половины вступило в соревновательную борьбу, Которая только началась для пулевой стрельбы, шашек и дзюдо. Боевые татами для дзюдо расстелили в Ледовом дворце, названном в честь героя якутского эпоса Элея Ботура. Триумфаторами первого дня стали спортсмены из Монголии и Казахстана. Они завоевали по 2 золотые медали. Не менее зрелищные схватки сегодня показали девушки. Айдавчимет Басан Сурен из Монголии в весе до 44 килограммов за 1,5 минуты до конца схватки взяла золото, уложив на лопатки казашку Балкумис Калдыбек. Дополнительным временем пришлось воспользоваться в поединке между уральской дзюдоисткой Дарьей Кашиной и Мируэрт Сарсеновой из Казахстана в категории до 48 килограммов. Победу одержала Сарсенова Мируэрт, Казахстан. Ко второму раунду футбольного турнира детей Азии Япония и Кыргызстан подошли в ранге лидеров таблицы. Победитель этой встречи становился единоличным фаворитом игр. И команды с первых минут помчались вперед. В дебюте матча Кыргызстан забил быстрый гол, скоростную комбинацию завершил Гулжигит Барубаев. После пропущенного мяча Япония захватила инициативу и контролировала игру. Счет им удалось сравнять на 13-й минуте точным ударом Кейго Сакашита. Однако преимущество японцам развить не удалось. Кыргызстан выровнял игру, вероятно, сработала тренерская установка. Матч выдался упорным, минимум моментов, много борьбы. Переломным событием стало удаление кыргызского игрока на 60-й минуте. За грубый фол полузащитник получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Развязка наступила меньше, чем за 5 минут до конца встречи. Японцы дожали Кыргызстан и вырвали волевую победу. Счет 2-1. Решающий красивый мяч на счету Тоя Накамура. До последнего надеялись на победу. Соперник был сильный. Рад, что удалось забить такой важный гол. После 2 туров у Японии 2 победы. Это серьезная заявка как минимум на пьедестал. Гордимся этими 2 победами на старте. Впереди еще 2 сложных решающих матча. Главным конкурентом Японии считается сборная Якутии. Команда хозяев начнет турнир матчем против сборной Дальнего Востока. Третий день соревнований по волейболу для девушек был действительно жаркий. 2 федеральных округа, Сибирский и Уральский, первыми вышли на площадку. Не очень удачно началась игра для фаворитов соревнований волейболисток СФО. Первый сет в счете вели девушки с Урала. Во втором сете сибирячки отыгрались. Возможно, помогла поддержка болельщиков. С трибун летели кричалки коллег по сборной юношей-волейболистов. Следующий сет снова принес сборной Сибирского округа удачу. Третий сет стал заключительным, так как счет по партиям стал 3-1 в пользу Сибирского округа. Капитан команды Алина Струкова была травмирована еще в начале, но стойко продержалась всю игру. Эмоции передать очень сложно. Сейчас их просто буря бушует внутри меня. И я желаю каждому спортсмену ощутить то, что ощущаешь во время такой сложной победы. Битва элит. Именно так можно назвать стартовавший турнир по шашкам. На соревновании действующие обладатели Кубка России среди мужчин. Неоднократные победители чемпионатов Европы и мира. По традиции, главными соперниками являются спортсмены Якутии и Башкортостана. Чтобы избежать лидерства одной команды в финальных схватках, в начале партии разыгрываются внутри сборной. Среди девушек в стоклеточных шашках внимание приковано к нашим землячкам Ксении Наховой и Елене Кычкиной, а также Кристине Осиповой из Уфы. Если честно, было очень тяжело справиться с волнением. Это все-таки первый тур, всегда нервничаешь. Было тяжело играть, тем более играть со
своим партнером. В жизни, получается, мы подруги, а за партией мы все-таки соперники. А вот в русских шашках сегодня случился неожиданный расклад. Самый юный участник уральской сборной, 18-кратный победитель первенства России, чемпион Европы и мира, 10-летний Савва Заика ушел с турнира со слезами на глазах. Эмоции шашиста понятны, ведь спортсмен проиграл своему земляку 2 партии подряд. Согласно швейцарской системе зачетов, сильнейший шахматист противостоит сильнейшему, поэтому за первым столом играют спортсмены, которые выиграли все предыдущие партии. Это представитель Вьетнама Нгуен Дан Хон Фук и азербайджанец Парвиз Гасимов. Сенсацией закончился предыдущий стартовый день среди девушек. Действующая чемпионка мира среди школьников Анна Газель Миканова из Туркменистана, которая все эти дни шла первая в списке, теперь играет лишь за 7-м столом. Ей поставила мат россиянка Екатерина Ковалева из Уральского федерального округа. В шахматных кругах возникла интрига. Вернет ли туркменка потерянное лидерство? Спортсмены из разных стран высоко оценивают организацию не только соревнований, но и проживания и питания. Обед по расписанию готовится с учетом национальных особенностей. И если ребятам из мусульманских стран не предлагают свинину, то на тарелках у команды из Шри-Ланки не должно быть говядины. А вот представители Южной Кореи с собой привезли коробки с фирменной лапшой. Ну и зря старались, потому что точно такая же корейская лапша есть и в Якутии. Кстати, корейцы собираются пойти на бокс, чтобы поддержать своего земляка Кюн Ксиока Юна. В Дохсуне продолжаются жаркие боксерские поединки. Сегодня на ринг вышли бойцы весовой категории до 52 килограммов. Сначала казахстанец Алибек Джаркинбек столкнулся с россиянином Антоном Подковиным. Схватка продлилась все 3 раунда и судейским решением завершилась победой боксера из Казахстана. При этом 2 из 3 рефери отдали победу Джаркинбеку во всех раундах. В той же наилегчайшей весовой категории встретились якутянин Анатолий Тимофеев и боец из Ирака Хайдер Аль-Нуетра. В первом раунде Тимофеев выглядел неплохо. Работа на дистанции и контратаки могли стать решающими для победы. Но уже во второй трехминутке якутянин выдохся. Ситуация не изменилась и в последнем раунде. В итоге Хайдер Аль-Нуетра из Ирака отправляется выше по турнирной сетке. Финал по пулевой стрельбе выдался волнительным для 8 спортсменок. После одиночных выстрелов из пневматических винтовок девушка, занявшая последнее место в рейтинге, вылетала. В финале сошлись представительницы России и Монголии. Все зависело от одного единственного выстрела. Разница между спортсменками была ничтожная, всего 0,2 балла. Именно этот выстрел и помог члену сборной Уральского федерального округа Анастасии Деревягиной занять первое место. Серебряная медаль досталась Энгхме Эрденычулун из Монголии. Девушка участвует в играх «Дети Азии» второй раз, и она рада, что следующие международные соревнования пройдут в ее стране. Мне будет 20 к началу этих игр, поэтому какие игры, скорее всего, я буду волонтером. На 3-е место настреляла Елизавета Пушкарева из Казахстана. По результатам микса на игровой площадке встретились всего 49 стрелков классического лука. Борьба юниорок за золото оказалась самой жаркой. Таймерное табло, не выдержав палящего солнца Якутии, расплавилось, и судьи были вынуждены вручную показывать время. Спорная борьба за золото развернулась между девушками из Индонезии и Сибири. Они набрали одинаковые очки, и пришлось проводить перестрелку. У Диасари Аюмареты дрогнула рука, и на первую ступеньку пьедестала поднялась россиянка Туяна Будажапова. У юношей сложилась похожая история в спарринге за чемпионство. Руслан Серебряков из СФО был точнее Аяла Адамова из Якутии.
В завершающий день соревнований по вольной борьбе на ковер вышли 20 сурдоборцов. Якутяне-сибиряки были представлены во всех 5 весовых категориях. Единоборцы из СФО добавили в общекомандный зачет по 1 золотой и серебряной медали и 2 бронзовые награды. Подопечные чемпионы Олимпийских игр Сергея Николаева сегодня взяли золото и 2 серебра. Я очень рад видеть моих ребят на пьедестале почета. Отсюда начинаются их победы. Вначале было тяжело, постарался изо всех сил, очень рад, что выиграл на Детях Азии. В Якутии есть уникальное место, где можно легко спрятаться от летнего зноя или охладиться после жарких спортивных баталий. Приглашаем всех в Булус, туда, где никогда не тает лед. Спастись от июльской жары жители и гости Якутии могут здесь, на уникальной местности Булус. А переводит это слово «булус» якутского как «ледник». Но, Саша, почему же лед не тает? Но все самое интересное, как всегда, скрыто внутри. Зимой подземный источник воды образует огромную наледь, которая не по зубам короткому, но жаркому якутскому лету. Интересный факт, что вода из подземного источника, перед тем, как попасть наружу, проходит через многокилометровый природный фильтр и становится настолько чистой, что ее можно пить. И считается даже, что вода из Булуса защищает от многих болезней. Всем желающим отдохнуть на Булусе наш совет. Берите с собой резиновые сапоги и не забудьте про очки.